В Госсовете Коми подвели итоги регионального этапа 30-х международных рождественских образовательных чтений. В этом году их посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. Члены Сыктывкарской епархии, общественники, деятели культурных и образовательных учреждений выступали на открытых площадках с лекциями и семинарами. Главными темами по традиции стали просвещение, развитие семейных и духовно-нравственных ценностей, приобщение человека к культуре. Почти каждый из 200 докладов пересекался с историей, а именно деятельностью Петра Великого. Всегда отличалась наша страна мужеством, героизмом. И вот это мужество и героизм, он присутствует в Петре Великом. Также и любовь к церкви. Да, были какие-то трения, непонятия. Может быть, специально Петр Великий так вел себя, что колокола переплавить на пушке, но потом сохранить церковь зато. И действительно, петровские времена в истории нашей страны стали без сомнения решающими. Преобразования, совершенные Петром, заложили основу другой жизни, ставшей во многом прообразом современности. Долю внимания на чтениях уделили религиям, здравоохранению и роли безвозмездной помощи в нынешних реалиях. Были специальные секции, посвященные волонтерству, потому что это направление, особенно 2 последних года в связи с пандемией, оно получило особое значение. И медицина, и культура, и все, что касается семьи, сохранения наших традиционных семейных ценностей. Мне кажется, что вот это основное, то, что нам помогает каждый год знакомиться с лучшими практиками, которые наработаны в республике. По итогу встречи была принята резолюция, в которую вошли результаты рождественских чтений этого года и стратегия дальнейшей работы участников. Поддержка культурного наследия, семьи, молодежной политики, патриотическое воспитание, проекты по профилактике коронавируса и многое другое. Для реализации этих направлений необходимо более тесное сотрудничество образовательных, общественных и культурных организаций с православной церковью в различных формах, подытожили на встрече.